26 июля во второй половине дня горожане обнаружили отсутствие воды у себя в кранах. Авария произошла на водоводе, снабжающем водой микрорайоны БАМ, Западное и Бресенское шоссе. В популярной социальной сети появилось видео с места происшествия. Инцидент случился на новой строящейся объездной дороге Аниш. Для того, чтобы устранить эту аварию, у нас срочно выехали люди, на завод за приобретением определенных конструкций, материалов, которые необходимы для устранения этой аварии. Сегодня подготовительные работы, я надеюсь, мы все закончим, мы все подготовим. И завтра мы эту аварию планируем ликвидировать. То есть я прошу собственников, жителей вот этих микрорайонов, которые остались без воды, потерпеть буквально пару дней. Да, неудобно. Да, конечно, это создает определенный дискомфорт. По предварительной информации, машинист экскаватора ковшом задел трубопровод. Для того, чтобы вот они выбрать вот эту глыбу, экскаватор сильнее надавил. И при смещении этой глыбы и вот получилось на трубу. Это технически получилось, потому что вот лежала она и резкий удар получился, поэтому трубу повредили. Труба чугунная, она сама по себе материал хрупкий и лопнула. Бригада аварийная работала оперативно, то есть воду отключили практически сразу же, где-то буквально в течение 20 минут вода была отключена. То есть то, что было остатки в трубе, вот это вот вытекло в речку Аниш, пошла она. Вот. Но единственное, что вот город потерял, если посчитать диаметр трубы, конечно, большой, 400 миллиметров чугун все-таки. А то, что потери понесли, это пойдет на убытки предприятия. И, конечно, и ответственность подрядной организации, она здесь тоже присутствует, поэтому мы будем работать совместно, в том числе с подрядной организацией, администрацией города и предприятием водоканала. Ответственность тут распространяется на всех. То есть никто без ответственности здесь не останется. На сегодняшний день в экстренном порядке устраняются повреждения. Все службы сработали оперативно, отмечает Дмитрий Байгулов. Сегодня с утра в городе работает 3 водовозки, которые обеспечивают подачу питьевой воды в те районы, которые остались без воды. Адреса, по которым водовозки работают, люди могут на нашем сайте посмотреть. Там адреса указаны. То есть водовозка подъезжает, в этом определенном адресе какой-то промежуток времени находится, едет дальше. Собственники, пожалуйста, ведрами, что есть подручно, спускайтесь, набирайте воды для хозяйственных нужд, для питьевого водоснабжения. Единственная просьба, конечно, воду кипятить. Это уж те правила, которые мы всегда соблюдаем. Работы не останавливаются, ремонтно-аварийные бригады на месте. Работу мы по ликвидации аварии начали. На сайте администрации города Канаша сразу же появилась информация об организованном подвозе воды. Горожане набирают воду по следующим адресам. Машиностроителей дома 39, 25, дом 1 и возле 7-й школы. Улица Фрунзе, дом 15 и школа номер 1 и Бресенское шоссе, дом 5. Варить нечего воды, потому что не набрали без этого. Получилось экстренный, у них там поломка получилась. Как вчера я звонила, сказали в водоканале, чтобы дорожные строители между западным районом и БАМом прорвали трубу, там порвали трубу. Ну вот и после этого, отключили воду почти по всему городу, как они сказали. Но в некоторых микрорайонах, оказывается, не было, сейчас скажу, ограничений электроэнергии были. Значит, они там и кабель, наверное, и все это порвали. Сегодня звонил ЖКХ, разговаривал с начальником. Он сказал, что будет сегодня в течение дня, поэтапно. В 39-м, 25-й, 7-я школы, 1-й дом, вода будет якобы привозить поэтапно, по часам, там пока еще в интернет не залезала, не смотрела. А пока набираем у малой семейки, между малой семейкой и садиком. Вода приехала в садик, там набрали, набираем туда. Отключение пришло после 3 часов где-то, примерно так, потому что 3 часа еще вода чуть-чуть бежала уже, но уже видимо это. Около развлекательного там цистерна была вода, и там сейчас уехал по школам, садикам. Почему МЧС, пожарных хоть включили бы еще по аварийной ситуации такой? Здесь же указано, что ближайшие водозаборные колонки имеются на улицах Театральная и Лесная. Такую печальную картину можно наблюдать во многих микрорайонах нашего города, пострадавших от аварии. К счастью, подвоз воды уже организован. В эту машину поместилось 7 тонн воды. И он сегодня уже совершил 2-й рейс. И таких будет еще немало. По словам заместителя главы администрации Дмитрия Геннадьевича, аварию устранят и подача воды будет возобновлена к вечеру 28 июля. Для жителей города авария создает дополнительные неудобства в связи с закрытием детских садов в микрорайонах, пострадавших от аварии. Мы будем держать вас в курсе событий. Подробности в следующих выпусках.